Гэтай арыгінальнай дзіцячай пляцоўцы на вуліцы Луцкай у Брэсце не адзін дзесятак год. Побач пачатковая школа. Маладая мама Аліна Сакаловская перапіску з выканаўчай уладай пачала ў мінулым годзе. Самое оптимальное, что решили, это была прокуратура. Они выдали предписание, снесли все металлические конструкции, которые были в горке у нас, где была, детская песочница так называемая, и пообрезали металлические конструкции, которые мешали. И все, больше где-то там цементом что-то замазали чуть-чуть, где-то что-то подштукатурили, и все. Але на гэтым справа і спынілася. Пляцоўка нікуды не знікла, а на ёй сустракаюцца рэшткі спілаваных канструкцый. Жыхарам прапануюць сваімі сіламі добраўпарадкаваць або абгарадзіць гэтае месца, каб яно не ператварылася ў стыхійную аўтастаянку. Мы выступали с того, чтобы ее снести и сделать здесь хотя бы зеленую зону, чтобы детскую площадку сделать за 36-м домом и 32-м соответственно. Потому что там не проезжая часть. А здесь, чтобы было минимально. То есть, одну какую-нибудь оптимальную детскую песочницу и те же лавочки, деревья. Потому что дети идут со школы, им тоже надо где-то посидеть, тех же родителей подождать. Пытаемся участвовать в конкурсе «Сочный дворик». Если нет, своими силами хотим сделать хотя бы какую-то минимальную детскую площадку. Пытанне аб замене дзіцячага гульнявога інвентару актуальнае для іншых двароў. Некаторыя пляцоўкі не адпавядаюць норматывам і аўтаматычна трапляюць у спіс ліквідацыі, але пратэстуюць жыхары. Гавораць, тады двары увогуле застануцца без месцаў адпачынку. Не очень как-то оснащены дворы. Даже если как старые, то разломаны то качели, то горки. Хотелось бы песочницы нормальные. Некаторым дворам пашанцавала больш. Те площадки, которые устанавливаются со строительством новых домов на сегодняшний день, они в целом соответствуют требованиям безопасности. Основная проблема связана с теми площадками, которые были построены уже давно, несколько десятков лет назад. Таких площадок тоже по городу очень много. Штогод супрацоўнікі прокуратуры правяраюць выкананне заканадаўства аб забеспячэнні бяспекі дзяцей. Таму што нават на новых і адрамантаваных пляцоўках могуць быць недахопы. Бывают такие случаи, что площадка фактически никому не принадлежит, никто за нее не отвечает, и обслуживанием ее никто не занимается. По результатам таких проверок в случае выявления нарушений принимаются меры прокурорского реагирования. В настоящее время тоже проводится такая проверка. На балансе гарадскога жыллёва-рамонтна-эксплуатацыйнага ўправлення зараз больш за 450 дзіцячых пляцовак. Спецыялісты прадпрыемства сцвярджаюць, за іх станам сушаць пільна і рамантуюць, калі трэба. Але часта на ўсе неабходныя работы не хапае сродкаў. Адзін з варыянтаў вырашэння праблемы – прыцягненне спонсарскай дапамогі. Справочно могу сообщить, за 2012-2017 год порядка 518 единиц оборудования детского игрового заменено. Мы сейчас вплотную работаем с предприятиями нашими городскими. Есть у нас на этот год, допустим, наметки, те предприятия, которые готовы потратить свои деньги для того, чтобы наш город стал красивее и, скажем так, детское оборудование стало более новое и современное. Больш адказнымі павінны быць і самі гаражане, гавораць камунальнікі. Ад дарослых у першую чаргу залежыць бяспека ўласных дзяцей і стан пляцовак. Евгения Мороз, Роман Филютиш, телерадиокомпания «Брест».